Пионерская, 23. Там на улице? Квартира 11. Так, На улицу, наверное, пойдем, дышать нечем. Тут как в бане, наверное, да? Ну. Значит, вот уровень воды был такой, да? Посмотрите. Вот. Вы жители, владелец, да? Я владелец, собственник этой квартиры. Ну, как вот после этого можно жить в этой квартире, я не представляю. После этого всего все равно пойдет грибок, и жить просто здесь будет невозможно. А у меня у младшего сына уже подтвержденный диагноз бронхиольная астма. Вот, из-за всех этих потопов предыдущих. Сюда заехала жить дочь, и тут такой потоп, и как вот, ей же сейчас жить здесь просто невозможно. Дом аварийный, но на расселение нас пока не ставят. Ждем. Пока у нас сносят четную сторону по улице Пионерской. Нечетная сторона туда не подходит. А вот тут конструкции, поддоны. Это кто их делал? Сами жильцы, я непосредственно привозил поддоны, ну и последнюю партию привозил уже Соболев Кирилл. Это вот на видео, в котором там... Да. Якобы у нас был конфликт. Я знаю, я через это каждый день верю. Пошли, я тебе покажу, в доме ходить. Ты друг степенист. А я понимаю, ну не так вопросы решаются. Ну, как такового конфликта не было. Мы успокоились, все, пообщались, и миром я выключил помпу, как раз таки. А в чем была причина вот этого всего? Дело в том, что я перекачивал воду в соседнюю ограду, поскольку я знаю, что эти дома находятся на сваях, и утопить их ну, просто невозможно. А чтобы хоть как-то спасти свой дом, мне пришлось это сделать. Потому что в советское время, ну даже не в советское, в 2000-х годах вот здесь вдоль дома у нас проходила траншея, и под дорогой шла труба. Как раз таки сточные воды туда и уходили. А сейчас этой трубы как таковой нет, и куда мне девать с этой воды? Это тоже не моя вода. Кстати, в ближайшее время я встречусь с Кириллом Соболевым, и мы сделаем совместную фотографию, даже интервью, наверное, запишем какое-то, что конфликта у нас нету. Мы сразу уже с ним, минут через 10, мы уже с ним нормально, спокойно поддоны вот сюда заносили. Дом аварийным признан был когда? 2 года назад его признали только аварийным. 2 года. И вы стоите в очереди на расселение после 25-го? После 25-го года. Последнюю очередь. Что будет, если терпеть до 25-го года? Сейчас на собрании говорили. Что с домом будет, на ваш взгляд? Ну, как кажется, по крайней мере, по весне будет все то же самое. Также будет его топить продолжать. Плюс еще, если будут большие осадки, дожди, как это было в прошлом году, пошел хороший дождь, и опять же мы утонули. Опять. Все будет то же самое. А я сомневаюсь, что ремонт, даже полы подлежат ремонту, поскольку даже лаги уже все сгнившие. Просите дом снести раньше 25-го? Конечно. Ну, невозможно. 8 квартир эти по-любому надо расселять. А иначе просто у людей здоровья не будет. Вы говорите, у сына астма, да? У сына астма бронхиальная. Да, это грибковая. Сдавали очень много раз анализы, скрининги. Это грибковое заболевание, приобретенное... У вас всего то, что происходит? На сегодняшний день, вот это вот, я не знаю, кто ответственный за уборку снега, но вообще запустили это все сверху. Соответственно, это начиная от мэра, от Айсена Николаевича Сергеевича, от него, ну и все вниже. А вы имеете в виду, что Айсен Сергеевич не доделал? Дом аварийным вовремя? Нет, дело даже не в доме. Дело в том, что в городе вообще у нас ничего не сделалось. Вовремя не вывезли снег. У меня, кстати, в строительном округе есть заявка на уборку снега. Она была сделана месяц назад. Еще в марте делали общее обращение? Да, у меня заявка есть в строительном округе на уборку снега. Никто никак не отреагировал, не пришли, не сделали. А Айсен Сергеевич, в чем его вина? Не доглядел за своими сотрудниками. Ну, мэрия это отдельно же.
Ну, глава-то республики он же должен смотреть за своими. Я смотрю много пабликов, там, где Евгения мэра всяко разное поносит. Я говорю, ну он тоже за все не может заглядеть, но он должен смотреть. И также Александр Сергеевич должен смотреть за всем. Их поставили главой сюда, они должны смотреть за всем, везде успевать. То есть вы считаете, что они не справились? Не справились. По мне так не справились. Какой вывод надо делать? Что надо делать с этим? Надо, я не знаю, что надо. Надо менять политику. Политику отношения к людям. Ага. Я, по крайней мере, вот живя здесь, я считаю, что нас здесь, по крайней мере, за людей не считают. Так, значит, вот. Это вот состояние после паводка. Такая квартира у нас? Это уже третий день такое состояние. Если первый день я помыла все полы, на второй день уже было бессмысленно, потому что на третий тоже затопило все. Так, значит. Ну, откачали все-таки, да? Они днем качают, а вечером все равно вода прибывает. А что собака держится в зубах? Есть хочешь, что ли? Нет, кушаю уже. Вода примерно какого уровня была? Вот, да? Да, вот, Вот. Вот уровень. по обоям все видно. На каком уровне была вода. Вы стоите в очереди на переселение? На переселение стоим На какой год? до 25-й. А, До 25-й. конца А, ну, 25-го понял, года. понял. Я Сколько не осталось знаю, ждать? Мы устали. Летом тоже тут сырость, тут невозможно, тут плесень везде выходит. 2 года осталось терпеть, но... Ребенок постоянно болеет, из-за этого школу прогуливает. То есть просите сдвинуть сроки на хотя бы вот на 24-й, да? Если можно было бы, то мы, конечно, были бы рады.